Кулуары форума – это такое пространство, как сейчас говорят, коворкинг, где учителя могут пообщаться между собой в неформальной обстановке и представлены различные образцы школьного оборудования. Это и классический класс со школьными партами, и более неформальное творческое пространство. Сейчас посмотрим, чем там занимаются. Ребята, можете рассказать, что вы тут делаете? Мы здесь пишем сценарий, мы начинаем готовить научно-популярный фильм про историю специй. Покажите, что вы знаете. Да, мы для наглядности вот здесь несколько подготовили. Фильм будет о том, как эти специи попали из Индии в Европу, как вообще происходила торговля в средние века. Всевозможные компьютерные оборудования и новые методики должны все больше входить в школьные стены и наполнять учебный процесс. Как отметил сегодня государственный советник Ментимир Шаймиев, без новинок в школе сейчас никуда. Нужно брать все лучшее, что есть в мире, и создавать ученикам комфорт. Идут процессы глобализации, но от человека она не зависит, если глобально взять. Люди не могут это не делать. Раз в мире это идет всеобщее вот такое, значит, обновление системы образования, но мы сами же будем виноваты, что мы отстанем. Главный вектор развития образования в стране уже на ближайшие годы задал одноименный национальный проект. На него в Татарстане выделят без малого 6 миллиардов рублей. Так хотят прибавить и в качестве, и в количестве. Модернизируют около сотни школ и откроют новые. Новые не только места в наших дошкольных образовательных учреждениях, это и специализированные классы в наших сельских школах, это и большие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это новое современное оборудование. По этой же программе мы получим филиал «Сириуса». Говорить о школьных новинках приехали более 500 учителей из России и зарубежья. Один из самых обсуждаемых вопросов – как быть с мобильниками в школе. Решили с этим не бороться, а активно применять на уроках. Мы будем комбинировать два вида обучения, когда дети помимо книг будут приобщаться к информационным технологиям. Не только брать информацию, но и отвечать на вопросы, решать проблему. Это повысит качество знаний. Кажется, что телефон — это только отвлекающий на самом деле момент, да, но в реальности в образовании есть очень интересные технологии, которые могут позволить использовать смартфон во благо. Еще один вызов времени – изучение языков, то есть полилингвальное образование. Оно как раз должно впитать все новинки. Сейчас в Татарстане запланировано строительство 6 таких комплексов. Туда выйдут садики, начальная школа и старшие классы. Мы все детские сады, значит, дошкольное образование. Единая программа будет, единая программа. Подготовка кадров. Хорошо, что сейчас в Госдуму внесли законопроект, об этом мы давно говорили. При нехватке кадров, почему старшеклассникам не давать возможность, особенно по иностранным языкам, пусть начинают преподавать. Там так и так им нужна практика. Один из таких центров через 2 года должен заработать в Елабуге. В нем упор на подготовку инженеров. Так как у нас на территории находится особая экономическая зона, то в основном там требуются специалисты именно как инженера, как бы рабочие, поэтому со знанием иностранных языков в основном. Говорить, как лучше учить, учителя будут еще 2 дня. Для них на фестивале придут более 100 мастер-классов. Дмитрий Айрин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Елабуга.